Таджикистан импортирует более половины продуктов первой необходимости. Служба связи обвинила абонентов в незнании правил пользования интернетом. ВОЗ призывает вернуться к масочному режиму. В Москве набирает наемников для участия в войне в Украине. 10 наименований социально значимых товаров и продукции, цены на которые подлежат государственному регулированию, поставляются в Таджикистан из-за границы. Об этом сообщил первый заместитель начальника антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Сафарали Курбонзода 13 июля на пресс-конференции в Душанбе. Он отметил, что перечень социально значимых товаров и продукции, которым был утвержден постановлением правительства в мае 2018 года, содержит 19 наименований. Курбонзода уточнил, что в 10 наименований импортируемых товаров входят и те, которые производятся в республике с использованием иностранного сырья. К примеру, он пояснил, импортируется пшеница, из которой внутри республики производится мука и макароны. Первоначально в перечень вошли 16 продовольственных товаров, а в 2019-2020 годах туда добавили ГСМ, лекарственные препараты, медикаменты, минеральные удобрения. Антимонопольная служба будет определять верхнюю планку стоимости указанных в списке товаров и продукции на определенный период. В случае, если цены в течение одного месяца необоснованно будут повышены на 20 и более процентов. Если же выяснится, что такое ценообразование является вполне обоснованным, ведомство не будет вмешиваться. Служба связи Таджикистана заявляет, что жалобы на ухудшение качества и низкую скорость интернета, в том числе мобильного интернета, поступают в основном от абонентов, которые не знают, как пользоваться виджетами. Согласно проведенному 2 года назад исследованием организации Бодиком, Таджикистан по скорости мобильного интернета занимает одно из самых низких мест среди 124 стран мира. В службе связи при правительстве Таджикистана знают о многочисленных жалобах жителей на ухудшение качества и низкую скорость интернета. Об этом заявил заместитель главы ведомства Ильхом Атоев на пресс-конференции в Душанбе 13 июля. По словам Атоева, основной причиной быстрого расхода интернет-трафика служит постоянно включенная передача данных на смартфоне. В большинстве случаев виноваты абоненты, которые не знают, как пользоваться мобильным интернетом. На днях ко мне зашел один из абонентов и заявил, что у него быстро заканчивается мобильный интернет. Как оказалось, он одновременно использовал множество виджетов, расположенных на рабочем столе смартфона, что является довольно дорогим удовольствием, пояснил замглавы службы связи. Всемирная организация здравоохранения призывает страны вернуть масочный режим. Об этом 13 июля заявил глава ВОЗ Тедрос Адам Гейбрусас. «Я обеспокоен тем, что число случаев заболевания COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженность системы здравоохранения и медицинских работников», — сказал он. «Новые волны заболеваний демонстрируют, что COVID-19 еще не закончился», — сказал он, отметив, однако, что страны находятся в гораздо лучшем положении, чем в начале пандемии. В прошлую пятницу экстренный комитет ВОЗ по ковиду заключил в результате заседания в онлайн-режиме, что пандемия остается международной угрозой общественному здоровью. По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктора Майкла Райна, за последние 2 недели число случаев заражения коронавирусом, о которых было сообщено ВОЗ, подскочило на 30%. В Москве сформировано военное подразделение, куда набирают наемников для участия в войне в Украине. Как пишет «Медуза», в новом расследовании и вербовщики, и сами наемники называют его Собянинским полком. Подразделение как минимум частично финансируется из бюджета Москвы. При этом сам мэр Сергей Собянин публично старается как можно сильнее дистанцироваться от войны. Набор в Собянинский полк начался 1 июля. По информации издания, в основном в него записываются не москвичи, а жители других регионов, мужчины в возрасте до 60 лет.
Наемники сначала в течение месяца проходят подготовку на полигоне Мулина в Нижегородской области, а затем их отправят в Украину. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит доплата от мэра Собянина 200 тысяч, которые разбиваются на 4 выплаты по 50. В воинской части получаете карточку ВТБ, а выплаты от Москвы будут поступать туда, сказал вербовщик журналисту «Медузы», который представился соискателем должности рядового наемника.